Всем доброе утро, отличного настроения. С вами самая утренняя, позитивная и, конечно, семейная программа «Утро Якутии». Вы знали, что сегодня отличный день для загадывания желаний? Самая популярная традиция – загадать желание в 11 часов 11 минут 11 ноября. Считается, что в этот момент Вселенная особенно открыта для наших просьб. Главное правило – желание должно быть искренним и не причинять вреда другим. Еще рекомендуют в эту красивую дату воспользоваться моментом, энергией Вселенной и составить список из 11 вещей, за которые вы благодарны. И даже поставить 11 новых целей, которые вы хотите воплотить в жизнь до конца года. Вот такая волшебная и отличная дата. Но самое главное, что посмотрим, такая же волшебная погода сегодня в республике или нет. Итак, в центральных районах сегодня 27-35 ниже 0, в Заречной группе 19-31 градусов холода. В южных минус 26, минус 28, в Белюйской группе 25-37 со знаком минус, в Нижнеленских 27-39 градусов мороза. В западных минус 25, минус 32. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 28, минус 34. В Янских 34-37 градусов холода. На северо-западе минус 25, минус 32. В Якутске в 6 часов утра температура составила 28 градусов мороза. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем слабый снег, ветер северо-западный 1,5 метров в секунду, температура минус 23, минус 25 градусов. За окном, конечно, похолодало, но вполне себе волшебная такая предновогодняя почти погода. Да, уже можно почувствовать запах елок, да, заметили, что на площадях уже елки стали появляться, поэтому можно позволить себе немножко праздничного настроения. Ну, а прямо сейчас узнаем, какие у нас последние новости. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. С начала этого года в Якутии в рамках социальной акции «Предупреди пожар, установи АДПИ» установлено 3333 автономных дымовых пожарных извещателя. Акция охвачена 2774 семьи. Акция, стартовавшая 5 февраля, продлится до 31 декабря. Ее цель – мотивировать жителей республики устанавливать извещатели в домах, помогая в этом родственникам и нуждающимся. Принять участие может любой желающий самостоятельно, приобретя и установив извещатель. Срок уплаты имущественных налогов физлиц в России истекает 1 декабря, то есть у российских налогоплательщиков, которые владеют земельными участками, недвижимым имуществом и транспортными средствами, на это еще есть 3 недели. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 200 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря. Интенсив «Свой бизнес» стартовал в Якутске. Образовательная программа предназначена для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, желающих открыть собственное дело. За 5 дней участники пройдут путь от идеи до готового бизнес-плана и узнают больше о подводных камнях предпринимательства. Лучший проект получит грант в 200 тысяч рублей. Интенсив проходит в рамках федеральной программы «Свой бизнес». Со стороны республики очень большая работа проводится. У нас впервые в России для участников СВО, тех, кто захотел заниматься предпринимательством, есть льготный займ, это под 1%. Да, вот просто вдумайтесь, да, вот какая у нас вообще сейчас ключевая ставка, да, а у нас, получается, ветераны могут получить, то есть помощь у нас до такого широкая, да, что от имени республики предоставляется такой льготный займ. В Якутии отметили 125-летие со дня рождения выдающегося аланхасута Романа Алексеева. В 1953 году он построил дом в селе Барагонцы, где прожил и творил до конца своих дней. Его произведение считается одним из крупнейших эпосов в мире, где его юбилею было проведено множество мероприятий. В день его рождения состоялось возложение цветов к мемориальной доске на доме, где жил и творил великий Аланхасут.
а также республиканском ИСЭХе Олонхэ в городе Нерюнгри был проведен мероприятие, посвященное к Алексееву Роману Петровичу, который был запечатлен в документальном фильме. В нашем Улусе объявлен месячный Олонха и Хамуса, посвященный его юбилейной дате. С 27 по 29 ноября в Якутске пройдет 4-й федеральный форум «Цифровой алмаз», который соберет более 2000 участников из России и зарубежья, включая операторов связи, производителей оборудования. На форуме запустят федеральный проект «Синергия Арктики», объединяя страну, обеспечивающий высокоскоростным интернетом жителей труднодоступных территорий Якутии. Также будут обсуждаться строительство центров обработки данных на Дальнем Востоке и открытие модулей научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Также в программе запланирован экстремальный забег в 40-градусный мороз и день, посвященный молодежи в IT-отрасли. Дорогие друзья, сейчас мы поговорим о самом главном, о нашем будущем, о наших семьях, о счастливом и здоровом поколении, которое растет в нашей республике. Ведь нет ничего важнее, чем здоровье мам и малышей, их спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. И сегодня у нас в гостях человек, который каждый день помогает этому будущему появляться на свет. Лилия Анкушева, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Якутии. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, это очень серьезная тема, это, правда, безусловно, важно для каждого. Скажите, пожалуйста, в целом охарактеризовали ситуацию с репродуктивным здоровьем в Якутии на данный момент как, и можно ли назвать главные положительные изменения последних лет? Что есть основной показатель репродуктивного здоровья? Это, конечно, уровень рождаемости. На сегодняшний день я хочу так с большой гордостью, наверное, сказать, что на протяжении уже 5 лет республика занимает лидирующие позиции по рождаемости на территории Дальневосточного федерального округа, на территории Российской Федерации. Но, несмотря на это, все-таки у нас идет тенденция к снижению уровня рождаемости. Это связано со многими факторами, в том числе и с состоянием репродуктивного здоровья. Репродуктивное здоровье на сегодняшний день, хочу воспользоваться случаем и обратиться к населению репродуктивного возраста. Сегодня у нас есть уникальная возможность пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. Это мероприятия, которые проводятся среди мужчин и среди женщин. Это мероприятия, которые включают в себя комплекс клинико-лабораторного обследования, обследования специалистов, обследования функциональной диагностики, да? И при выявлении какой-либо патологии есть возможность, и не только возможность, но специалисты дальше пациентов направляют для получения лечения и даже специализированного лечения. И тут сразу хочется сказать, что на сегодняшний день одним из лидирующих патологий как среди мужчин, так и среди женщин является бесплодие. Угу. Вот часто говорят о здоровье женщин, а какую роль в общем репродуктивном благополучии пары играет мужчина-то? На что ему, мужскому населению стоит обратить внимание? Потому что зачастую мы говорим там о эко, говорим о том, что нужно с юного возраста обследовать девушек, да, заботиться о своем здоровье, а как-то мужчин всегда упускают. Ну, это вот большое упущение, к сожалению, и самих мужчин, нашего, наверное, отчасти здравоохранения, потому что на сегодняшний день, если рассматривать те причины, по которым пары обращаются с проблемой бесплодия, все чаще выявляется мужской фактор бесплодия. И вот опять же в рамках проведения диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья населения мужчины могут выявить те факторы, которые могут привести вот к этим проблемам. И есть те факторы, которые поддаются терапии, но, к сожалению, есть те факторы, которые, к сожалению, мы можем решить и реализовать репродуктивные функции пары посредством экстракорпорального оплодотворения. Что бы вы назвали самым важным шагом для сохранения репродуктивного здоровья, которое должна сделать каждая девушка в молодости? Это мужчин понятно, если именно посмотреть юное поколение.
Вот, знаете, про репродуктивное здоровье, это, наверное, нужно сказать нашу русскую древнюю пословицу «береги честь и репродуктивное здоровье с молоду», да? И оно должно начинаться вот с подросткового периода. Мгм. Это, безусловно, должна быть правильное половое воспитание детей. Ранняя половая жизнь, она приводит к воспалительным заболеваниям репродуктивной системы, которые в свою очередь вызывают очень много проблем, в том числе и как конечный итог это проблема бесплодия. И как среди девочек, и среди мальчиков. И вот на сегодня, опять же, хочу такое наше достижение в сфере охраны материнства и детства озвучить. В феврале 2025 года у нас был открыт Центр репродуктивного здоровья для подростков на базе педиатрического центра Национального центра медицины Республиканской больницы номер 1. И там специалисты занимаются вот именно подростками вот с этими проблемами. А как обстоят дела с современными методами лечения, в том числе с ЭКО? На сегодня это довольно-таки распространенный метод лечения бесплодия. Да? Прибегают к этому все больше и больше пар, потому что проблем все больше и больше, к сожалению, как среди мужчин, так и среди женщин у нас выявляется. И доступность на сегодняшний день вспомогательных репродуктивных технологий в нашей республике, к сожалению, она не достигла той степени готовности, которую требует население. Но, тем не менее, с каждым годом у нас повышается количество проведенных экстракорпоральных оплодотворений именно на территории Республики Саха-Якутия. Этим занимается у нас отделение вспомогательных репродуктивных технологий в Республиканской больнице номер 1. Это все проходит в рамках обязательного медицинского страхования, абсолютно бесплатно. И помимо этого в рамки обязательного медицинского страхования входит проведение вот этих процедур за пределами республики. Опять же, бесплатно. Ну, то есть достаточно комплексный Да. подход, и все зависит от того, какой уровень необходимости, да? Ну, уровень необходимости, уровень сложности, уровень и необходимость диагностики, потому что есть на сегодняшний день ряд диагностических мероприятий, например, ряд генетических исследований, которые на сегодняшний день в нашей республике не проводятся, и в этом случае нам приходится отправлять пары за пределы. Ну, еще достаточно много комплексных проблем. Вот женщины часто сейчас сталкиваются с раком шейки матки, молочной железы, да? Вот как выявить на ранних стадиях, насколько это организовано в республике? На сегодняшний день эти мероприятия доступны и организованы. У нас проводятся ежегодные диспансерные осмотры, да, ежегодная диспансеризация взрослого населения. Это, кроме того, сегодня у нас проводится запущен региональный проект «Онкопоиск», региональный проект «Мамино здоровье», да, вот в рамках которых как раз предусмотрены те, так скажем, те минимальные скрининговые мероприятия, которые позволят выявить или определить факторы риска для развития дальнейшей патологии рака шейки матки, молочной железы. Ну, получается, самое главное во всех сферах, во всем возрасте — это диагностика своевременная, да и своевременная забота о здоровье. И хочу акцентировать внимание, что вот на сегодняшний день все мероприятия в медицине, они направлены на профилактику. И министр здравоохранения Российской Федерации неоднократно повторял, что сегодня вектор работы должен быть профилактический, потому что профилактировать всегда легче, нежели бороться с проблемой. Поэтому я еще раз, опять же, хочу воспользоваться случаем и призвать абсолютно всех и каждого проходить диспансеризацию не только по оценке репродуктивного здоровья, но и диспансеризацию взрослого населения и так далее и тому подобное. Спасибо большое. Это очень серьезная тема, и правда, самое главное — это профилактика. Дорогие друзья, начинайте с себя, начинайте с заботы о себе и со здоровья. Ну и можно, например, как самый первый, самый маленький шаг — это полезные привычки, это начать утро с зарядки.
Доброе утро, дорогие телезрители! Меня зовут Чинова Виктория, и сегодня мы вместе с вами будем делать легкие упражнения по йоге. Первое, с чего мы с вами начинаем, это утренняя динамичная зарядка. Подходим к началу коврика, встаем прямо, подтягиваем ноги, бедра, ставим ручки в такой замочек с большими пальцами рук, поднимаем ручки вверх, делаем хороший вдох через нос. С выдохом опускаемся мягко, плавно вниз. Можно подсогнуть коленки, ручки опустить на икры. Затем ручки положить на коврик, сделать вдох, с выдохом отшагнуть одной ножкой назад, вытолкнуться вверх, ручки снова вверх, вдох, вытянуться, хорошо, выдох, опуститься. Ручками опускаемся на коврик, и теперь вторую ножку ставим рядом с левой ножкой, подтягиваем, выходим в собачку мордой вниз. Отлично. Затем берем и правую ножку возвращаем к началу коврика. Подтягиваем ножку. Двумя ручками вверх и вдох. С выдохом подшагиваем второй ножкой и поднимаемся вверх. Следующее упражнение мы встаем прямо, опускаясь, правой ручкой касаемся пола, левую ручку за спину убираем, вытягиваем левую ножку назад, правую ножку можно согнуть в коленке, поднимаемся вверх. То же самое делаем с другой стороной, с другой ножкой. Левой ручкой касаемся пола, правую ручку убираем за спину, вытягиваем правую ножку назад, пяточкой толкаем невидимую стену, поднимаемся вверх. И еще раз, и вдох. Касаемся правой ручкой. Отлично, возвращаемся. И последний раз. Левой ручкой касаемся пола. Вытягиваем заднюю ножку назад, ручку за спину. Возвращаемся по центру. Отлично. Следующее упражнение тоже на координацию. Немножко посложнее, но давайте вместе попробуем. И из позиции Тадасана мы выходим правой ножкой, вытягиваемся назад. Вытягиваем правую ножку назад, толкаем ножкой невидимую стену, ручками вытягиваемся вперед, вдох, с выдохом возвращаемся по центру, но ножку не опускаем, а вытягиваем вперед. И из этого же положения снова выходим, вытягиваемся, толкаем пяточкой невидимую стену, ручки вытягиваем вперед и вверх, возвращаемся. Отлично. И поменяем ножку. Теперь с левой ножкой то же самое. Это у нас позиции на укрепление наших ног, нашей спины. Спина вытягивается, делается сильными и ручки, и ножки. Возвращаем ножку по центру. И вдох. С выдохом вытягиваемся хорошо. Возвращаемся. Просыпайтесь вместе с йогой. Увидимся с вами на следующей утренней зарядке. До новых встреч! Но упражнения довольно сложные, чтобы их выполнять, несомненно, нужно их делать каждый день, чтобы так же получалось хорошо, как у нашего тренера. А вы знаете, что космонавты для поддержания мышечного тонуса и силы используют специальные тренажеры. На своей странице в социальных сетях командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов показывает, что происходит с предметами и живыми существами в условиях кратковременной невесомости. На этот раз его верный пес по кличке Бартач испытал на себе эффект невесомости во время выполнения фигуры высшего пилотажа «Горка». На кадрах видно, как животное, не сумев удержаться лапами за кресло, свободно и беззаботно парит в салоне самолета. Примечательно, что в момент полета за штурвалом находился сам хозяин собаки Иван Барсов. Летчик активно ведет соцсети, где показывает зрителям этот необычный физический эксперимент вживую. Ранее он уже совершал полеты с самыми разными предметами, включая гирю, садовую лейку, игрушечного жирафа и модель самолета, наглядно иллюстрируя законы физики. По-моему, очень весело. Псу, кажется, тоже понравилось. Ну, а мы движемся далее. Сегодня Международный день фитнеса, праздник, посвященный здоровому образу жизни. Отмечается он с 2011 года. О других знаменательных датах узнаем далее. На календаре 11 ноября. Сегодня День экономиста в России, День военного пенсионера, День работника восстановительного поезда, Всемирный день шопинга и Международный день энергосбережения. По народному календарю Авраамий Овчар и Анастасия Овечница.
Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Авраамия – покровителем овчаров, которые в этот день справляли свой праздник. В этот период времени стригли овец, овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки, либо ткали теплые ткани для зимней одежды. Этот день в истории. В 1765 году 11 ноября основано Императорское вольно-экономическое общество по поощрению в России земледелия и домостроительства. В 1837 году в этот день открыто движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Сарским селом. В 1918 году подписано Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне. В 1936 году в Англии впервые в мире показан прогноз погоды по телевидению, а в 1983 появился первый прототип компьютерного вируса. В 2002 российский ученый Григорий Перельман доказал математическую гипотезу Пуанкаре. В этот день родились Федор Достоевский, русский писатель и мыслитель; Лиля Брик, российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского; Клавдия Боярских, советская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка; Дэми Мур, актриса; Леонардо Ди Каприо, американский актер, продюсер, лауреат премии «Оскар». Именины сегодня отмечают Анастасия, Мария, Анна, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Иван, Кирилл, Алексей, Павел, Николай, Тимофей и Евгений. И еще одна дата в календаре. 102 года назад вышло в свет литературное приложение к газете «Автономная Якутия» «Таежные огоньки». И хотя это издание выходило непродолжительное время, но оставило заметный след в истории Якутии. Добрый день! Сегодня хотим вас познакомить с литературным приложением газеты «Автономная Якутия. Таежные огоньки». Всего вышло 4 номера «Таежных огоньков» с 18 ноября 1923 года по 6 апреля 1924 года под редакцией Калашникова. Данное издание выступало площадкой для публикации поэтических, прозаических, публицистических произведений, которые позволяли читателю познакомиться с творчеством талантливых писателей и поэтов, отразивших в своих произведениях дух своего края и особенности быта таежных жителей. На страницах «Таежных огоньков» вы можете познакомиться с произведением Шишига, Логинова лесника, со стихотворениями и этюдом Аким Таурена, стихотворениями Игумнова, Полярного, Виктора Журавлева и многими других талантливых авторов. Также особое внимание привлекает повесть «В тайге» Петра Никодимовича Черных-Якутского, которая впервые была опубликована в 1923 году на страницах «Таежные огоньки». Данное произведение посвящено жизни якутского народа и историческому влиянию ссыльных на идейное сознание якутов. С данным изданием подробнее можно познакомиться на сайте Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. От мира литературного к миру визуальному. Если книги развивают воображение, то увлечение, о котором мы расскажем далее, позволяет немедленно это воображение воплотить. Сегодня в нашей рубрике «Дела семейные» расскажем вам о потоковом рисовании, настоящем творческом буме среди детей и подростков. Как это работает и почему это отличный способ развивать творческий потенциал ребенка, смотрите далее. Доброе утро! В рубрике «Дела семейные» я сегодня хочу рассказать вам про потоковое рисование, которое вы можете использовать как игру. Когда вы задаете себе запрос, на который хотели бы получить ответ и увидеть в конце, что у вас получится. А в этой игре вы отпускаете свои эмоции, полностью отпускаете свой контроль и погружаетесь в то, что у вас получается изобразить на этом листке. Можно использовать простые ручки, простые карандаши, цветные карандаши, фломастеры, все, что есть под рукой, не заморачивайтесь. Можете рисовать рамки, тоже в произвольной форме, не обязательно, чтобы линии были ровными. И вот я рисую такие линии, разделяю их на этажи. После я беру волнистые линии, делаю их разного размера, тоже отпускаю это все и просто
спокойненько рисую. Но на этом рисунок не заканчивается, так как мы работаем с ребенком, хотелось бы, чтобы это была какая-то веселая история, да, и поэтому давайте нарисуем мордочки, какие здесь у нас могут быть веселые, с рожками, да, с ушками какими-нибудь, какие-то у них могут быть эмоции интересные. Вот эту строчку нарисовала я. Следующую строчку можно передать чтобы ребенку, чтобы он нарисовал свои эмоции, которые он испытывает в настоящий момент, может быть, в текущем дне, может быть, когда он находится с какими-нибудь друзьями или командой, да, если он тренируется. И здесь ребенок тоже рисует вот эти сначала холмы или, может быть, какие-то волны, и даем ему задание нарисовать эти эмоции. И вот он здесь тоже вот в этот поток заходит и что-то рисует. Где-то он может нарисовать такой глаз, где-то такой. Это вы потом сами расшифруете, это к вам придет интуитивно, получается. Вот. И ребенок так с вами выходит в доверительные какие-то отношения. Обратите внимание на то, какие эмоции сейчас ребенок прорисовывает. И глядя на эти эмоции, вы сможете с ним контактировать и где-то ему помочь выровнять эти эмоции или сделать их из минусовых в плюсовые. Вы сможете более детальные какие-то разговоры, более глубокие разговоры с ребенком, доверительные, зайти, видев то, что он вам изображает. Использует какие-то цвета, может быть, а может быть, наоборот, ничего не берет. Да? Вы можете создавать ему эмоцию в моменте, пока он рисует. То есть выравнивать его настроение. Например, вы можете задавать ребенку вопрос: какую эмоцию ты испытываешь, когда ты ешь любимое мороженое? И вот он рисует вот этого человечка, это он себя рисует, да? Что он там испытывает? Например, вот у него слюна побежала, язычок высунул там, да? Задаешь следующий вопрос: а что ты испытываешь, когда ты ешь кислую конфетку? И вот он начинает вот это какое-нибудь такое лицо рисовать, да, тоже вытаскивает эту эмоцию. И вот когда или когда тебе грустно, что ты чувствуешь, как ты видишь это в лицо? И вот он плачущего себя может нарисовать, да? Это все его эмоции. И здесь вы можете помочь ему эти эмоции принимать. Как с этими эмоциями жить в согласии, грубо говоря. Радоваться — это хорошо. Ребенок иногда думает, что, наверное, нужно быть всегда хорошим и только радоваться. Поэтому он может не принимать свои эмоции грусти, когда ему одиноко или он хочет плакать. Или когда он сердится, когда он на что-то злится. Поэтому такое потоковое рисование поможет вам выровнять эмоции, создать какую-то теплую атмосферу, дружелюбную с вашим ребенком, и вы сможете постоянно быть с ним на одной волне. Но это здорово, когда родители и дети на одной волне, когда каждый член семьи чувствует любовь и заботу. А вот героиня нашего следующего сюжета, педагог с более чем полувековым стажем, дарит свою любовь и заботу детям, оставшимся без родителей. Она поделилась с нашей съемочной группой секретами педагогического мастерства и рассказала о том, как шло развитие детского дома, отметившего в этом году 90-летний юбилей. В школе занятия закончились, уроки на завтра выполнены, и мальчишки, воспитанники Алданского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, собрались в музее. Ребята с удовольствием рассматривают старые снимки в альбомах и читают заполненные от руки книги и журналы. А педагогу Альбине Васютиной всегда есть что рассказать ребятам. Детям и подросткам Альбина Алексеевна отдала 59 лет. Сначала работала учителем начальных классов в Алданском детском доме, затем в гимназии, теперь является педагогом дополнительного образования в Центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. О том, что свяжет жизнь с педагогикой, Альбина Алексеевна знала с детства. Я до сих пор помню свою первую учительницу, Евдокию Васильевну. Вот ее такое доброе лицо, как стоит перед глазами, и ее теплые руки, когда она брала мою руку в свои руки и говорила: «Алечка, писать надо так, нажим, волосяная, нажим, волосяная». Вот меня окружали учителя, добрейшие люди.
Окончив в 1966 году Биробиджанское педагогическое училище, Альбина вернулась в Алдан и пришла на работу в школу-интернат. Ей было всего 18, когда она приняла свой первый класс. Я получила 3 класс. Мои ученики были запущенные педагогически, такие дети, сложные. Ну, конечно, как закон в детском доме, они меня испытывали. Я проходила эти все испытания на выдержку, на закалку. А на следующий год мне дали 1 класс. Вот тогда я почувствовала, что я, действительно, это вот мои ребятишки, кровные, родные. Не расставалась педагог с детворой и на летних каникулах. В 1967 году они вместе с воспитанниками в 12 километрах от города на берегу реки Селигдар основали лагерь. Когда-то там был поселок, большой поселок во времена войны, Великой Отечественной войны. Но в 50-е годы он закрылся, и мы там обживали вот это пространство, лес, тайга, огороды, и ничего там нет. Ну, вот так прожили мы лето. А на следующий год, конечно, появился навес какой-то, где мы и дрова складировали, и посуду, и печка под навесом была. А потом построены были корпуса. В середине 60-х в Алдане действовали 3 социальных учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей. Дом малютки, дошкольный детский дом и школа-интернат. Она располагалась в нескольких одноэтажных корпусах, и только во второй половине 80-х было построено 5-этажное здание. В 1988 году мы зашли сюда, 5-этажку, освободили все корпуса, переехали. Ну, и было решено перевести под одно здание вот это и дом малютки, и дошкольный детский дом. Мы тогда всех собрали сюда. Вот такой вот большой коллектив получился. Отработав 1,5 десятка лет в должности завуча начального звена альтернативной школы, Альбина Алексеевна вернулась в детский дом. За трудовую деятельность она неоднократно поощрялась почетными грамотами и благодарственными письмами. Однако наивысшей наградой считает доверие и любовь воспитанников. Татьяна Вухнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Наша героиня поистине труженик, великий труженик. Кстати, знаете ли вы, как пишется это слово? Многие затрудняются, и наш филологический эксперт Анна Шкатуляк в очередном выпуске «Говорим правильно» сейчас разъяснит, как будет правильно. Доброе утро, дорогие телезрители! Хотя правила правописания, орфографии мы усваиваем буквально с 1 класса, иногда именно орфография вызывает у нас проблемы и сложности. Например, правописание одной и 2 букв «Н» в словах разных частей речи. Казалось бы, что сложного? Нужно просто вспомнить, от какого слова образовано это слово, а дальше уже действовать по обстоятельствам. Например, если слово образуется от существительного, то чаще всего нужно вспомнить, при помощи какого суффикса. Если это суффиксы «ан», «ян» или «ин», то мы пишем одну букву «н». Например, кожа – кожаный, серебро – серебряный, или соловей – соловиный. Ну, конечно, мы все с вами помним про исключения. Это стеклянный, оловянный и деревянный. А еще бывает так, что в самом существительном, производящем существительном, уже есть буква «н». Тогда мы, как правило, еще одну букву «н» добавляем в суффиксе. Например, картина, а галерея какая? Картинная. Или, например, слово «измена», человек кто будет? Изменник. Или песня, а сбор песен будет называться песенник. Но, как всегда, есть хитренькие словечки. И таким хитреньким словечком можно считать слово «труженик», которое, вопреки нашей интуиции, пишется с одной буквой «н». А почему? А потому что оно образовано от слова «труд». В слове «труд» никакой буквы «н» нет. Поэтому мы просто к слову «труд» добавляем суффикс «ник», меняя чуть-чуть слово «труд», и получается у нас слово «труженик». Давайте говорить правильно. Всего доброго!
Обязательно нужно говорить правильно. Ну, а с наступлением холодов у нас другие вопросы. Время утепляться. Люди уже надевают свои пуховики, зимние шапки, рукавицы и, конечно же, традиционные унты. Как раз о них, якутских унтах, наш следующий сюжет. В суровую якутскую зиму унты – незаменимая защита от холода. Их изготовление – тяжелый ручной труд. Народные мастера сами обрабатывают оленьи лапки, вышивают узоры бисером и украшают обувь национальными орнаментами. Каждую технику они переняли от своих старших родственников. Так традиционные методы пошива сохранились и по сей день. Как меня учила бабушка, я шью унты постоянно. У меня ручная выделка. Я выделываю вот эти камусы, лапки руками мну. Выделка у нас вообще, вот смотрите, мягкая. Это вот, она отличается от химии, да. Химии, вот, допустим, их обрабатывают как бы в барабане машинки. Вообще-то камус, да, нельзя так стирать, потому что он теряет свои свойства. По словам Риммы, многие этапы изготовления унтов ничем не отличаются от тех самых способов, которыми работали наши предки. Однако есть и современные инструменты, облегчающие труд мастеров. Например, особо прочные нитки, пропитанные воском. А так, вообще-то, в старину мы делали жилы. Я помню, жилы оленя, вот бабушка учила меня, как делать. Мы берем, когда вот делаем ИДГ оленя, мы берем со спины жилу и сушим ее. После этой сушки мы делаем нитки длинные, рукой прямо. На коленке своей работаем, делаем и длинные нитки. А вот эта вот нитка была на всю жизнь прочная. Она никогда не порвется. Даже вот если, допустим, где шов был, допустим, будет рваться, да, унт, и по этому шву, вот по дырочкам, где вот иголочками работаем, она набухает. Унты, допустим, промокли, ну, в наледи или в воду, и она набухнет и не будет по швам идти рваться, потому что это жилы оленя. Они очень прочные на всю жизнь. Изготовление унтов – это настоящее искусство. В этом можно убедиться, просто наблюдая или даже участвуя в процессе. Вот так, например, проходит выделка камуса. Во время работы мастеру нужно обращать внимание даже на мельчайшие детали, работать над каждым этапом с особой аккуратностью и терпением. Только так можно изготовить настоящие якутские унты, отличающиеся исключительной теплозащитой и художественным исполнением. Якутские унты, да, они вообще, если честно сказать, морозоустойчивые. Особенно если камус с севера. Это тоже очень зависит и очень большое значение имеет. Вот, допустим, лапка с Ямала, да, если лапки вот закупные с Ямала, у них там климат совсем другой. У них там потеплее. И ворс у них, заметьте, такой очень гладкий, как будто вот летний, ну, по-нашему, по-якутскому они летние называются. А вот наши, вот, смотрите, они немного вот лохматенькие. Ну вот, допустим, носим, да, вот в эти якутские морозы мы с тонкими носками носим унты. Не шерстяными, а с тонкими. И у нас ноги вообще не мерзнут. Унты наши вот с ручной выделкой таскают по 15-20 лет. Бренд «Якутские унты» был официально зарегистрирован в Роспатенте в октябре этого года. Новый бренд официально закрепляет уникальные традиции и мастерство якутских ремесленников. Так и местные фабрики каждый день производят множество уникальных моделей. Самый начальный процесс происходит при подборе меха. Лапы оленей подбираются по высоте ворса, по цвету. После этого идет резко по шаблону заготовки, потом пошив полной заготовки. Многообразие рисунков и орнаментов делают каждую пару уникальной. В 2024 году наши модели унтов получили официальный патент. Это значит, что вы покупаете не просто теплую обувь, а эксклюзивный продукт с уникальным дизайном и технологиями, защищенный государством. Например, вот модель Абакаяда. Она имеет 2 пары съемных белья, украшенные, одни бисером украшены, а вторые украшены бисером, но и с норкой вместе. Якутские унты в самом деле ценятся своим качеством. Самое время надеть свою пару обуви и наслаждаться комфортом даже в самые холодные дни. Диана Антонова, Джулстан Иннокентьев, Айлита Махно, Якутск.
Пока в большинстве регионов России только говорят о приближении зимы, в Якутии она уже вступает в свои права. Именно отсюда, с территории, где мороз – это не просто погода, а часть культурного кода, по традиции дают старт главному празднику – Новому году. Уже в конце месяца в столице республики стартует ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии». Это не просто красивая акция, а масштабное событие, которое привлекает туристов и демонстрирует мощь и красоту якутской зимы. Уникальные традиции и гостеприимство местных жителей. О том, как Якутск готовится к старту фестиваля, нам расскажет Сардана Брызгалова, начальник управления культуры и духовного развития города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Ну, все сейчас объявили все-таки точно, скоро фестиваль. Вот, фестиваль уже стартует совсем скоро. Каждый год это уникальное событие для республики, для всей России, потому что это всегда очень интересно. Будет ли в этом году какая-то особая фишка фестиваля? У нас в этом году фестиваль начинается с 23 ноября. И 23 ноября мы в этом году решили сделать одну большую площадку, где могут собраться все участники, отобранные всех 3 крупных больших фестивалей, которые пройдут в рамках «Зима начинается с Якутии». И у наших гостей, жителей города Якутска, будет возможность все это на одной площадке увидеть. Это будет 23 ноября в Саха-театре, в Саха-академическом театре. Мы презентуем команды, расскажем, покажем, что где пройдет. Ну и, конечно же, не забудем про историю, как это все начиналось, когда начиналось, основатели и так далее. В общем, программа будет такая очень насыщенная, начиная с фойе Саха-театра. Очень интересно. То есть впервые уникальная возможность, если ты не успеваешь куда-то подойти, посмотреть, увидеть всех, да, в том числе всех гостей. Здорово. В церемонии зажжения первой российской елки – это вообще визитная карточка фестиваля, визитная карточка нашей республики. В каком ключе будет выполнено оформление? Уже ее ставят, уже интересно. Да, нашу столичную елку уже начинают ставить. 1 декабря традиционно в 5 часов вечера мы зажжем нашу столичную елку. Традиционно будут наши долгожданные герои, это Часхан, Якутская зима, Дед Мороз и Снегурочка. А столичная елка в прошлом году, она была полностью обновлена, то есть там олень, вот этот символ нашего фестиваля, красивый, и вот все иллюминации, которые украшена наша елка, она в прошлом году полностью обновлена. Ну и, конечно же, традиционно после зажжения у нас будет парад автоколонн. Наше предприятие города Якутска тоже готовит, заявок очень много, волнуются, украшают, то есть надеемся, что будет очень ярко, красочно. Так, украшают же в новогоднем, да, каком-то? Да, конечно, и в этом году мы не просто автоколонна прошлась, а какие-то объемные ростовые фигуры, куклы хотим, сделаем уже, готовимся, поэтому она будет такая тоже по-своему оформленная, тоже с какой-то с концепцией со своей пройдет эта автоколонна. Да, но это стоит увидеть своими глазами. Я думаю, мороз будет не помехой. Вообще программа фестиваля всегда очень насыщенная, за этим всегда интересно наблюдать. А какие события в этом году будут интерактивными? То есть обычно мы выступаем в качестве зрителей, то есть смотрим, как участвуют конкурсанты, да, на каких-то этапах, как участвуют приглашенные гости, дают какие-то мастер-классы, где можно будет стать не просто наблюдателем, а активным участником. Вообще в целом в рамках фестиваля мы планируем организовать 27 таких мероприятий, внутри которых пройдут и мастер-классы, конкурсы различные для детей, для взрослой категории. Например, у нас с 1 ноября начался прием заявок на конкурс «Зимние узоры». Это конкурс, направленный на выявление юных художников. Проводит Центр культуры и современного искусства имени Гагарина, ежегодно проводит. И различные творческие направления тоже не забываем. Окружной центр города Якутска тоже готовит такую ежегодную фестивальную программу. В целом у нас с 2020 года проводит очень интересную программу «Централизованная библиотечная система». Внутри очень много разных направлений. Отдельная программа будет, мы все это будем вывешивать на сайте окружной администрации, на сайте управления культуры, можно будет ознакомиться. То есть все возрасты мы попытались охватить, даже 55+, есть очень интересные направления. Ну и, конечно,
Спортивные тоже состязания будут для неравнодушных жителей. Вот в парке культуры мы проводим ходьбу скандинавскую, ну как тоже в режиме какого-то легкоатлетического формата, скажем так, пройдет. Разные по фигурному катанию и так далее. Все, что связано с зимой, вот в эти дни мы постарались включить в программу фестиваля. Вы уже не первый год наблюдаете за фестивалем, являетесь активным организатором, да? Вот есть ли у вас какая-то любимая часть фестиваля, любимый конкурс, любимое как бы отделение в каком-то конкурсе? Вот вам что больше всего нравится? Ну, конечно же, зажжение елки – это первое место, которое вот волшебное вот чувство, когда начинается ощущение Нового года. Ну и большое событийное мероприятие – это строганина, которое проходит в ЦСП «Триумфе» ежегодно. Проводим очень интересная программа, начиная с фойе, вот беговая дорожка на втором этаже в «Триумфе» же есть, оттуда разные выставки, интерактивы, можно принять участие в каких-то конкурсах, то есть погрузиться полностью в атмосферу Нового года, там различные какие-то вот интересные моменты, костюмированные какие-то программы происходят. В этом году тоже мы думаем как-то вот очень красиво, грамотно, насыщенно сделать эту программу с 12 будем часов. ждать. Да. Ну и, конечно, фестиваль уже заслужил любовь всех жителей республики, многих наших туристов. Скажите, вот будет ли коллаборация с фестивалями на территории России? Вообще фестиваль «Зима начинается с Якутии» внутри себя включает 3 основных направления. Это вот то, что я озвучила: строганина, «Вкус Якутии», гастрономический фестиваль, и «Бриллианты Якутии». «Бриллианты Якутии» — это фестиваль льда и снега, скажем так. Вот эта тема у нас вообще не только вот в Якутии, да, это международное как бы направление, сейчас очень актуальная тема. В Китае вот в Харбине как проводят, да, в Санкт-Петербурге тоже. Наши мастера везде принимают участие, везде очень успешно. И, конечно же, в этом году у нас международное участие тоже есть. 34 заявок поступило, 20 команд отобраны. Прилетают с Перу, Иран, Китай, Монголия. То есть охват такой обширный довольно-таки, поэтому будет очень интересно посмотреть. Спасибо за подробную информацию, очень интересно, уже в предвкушении. Ну и, конечно, будем наблюдать за фестивалем, быть активными участниками. Ну, пока гастрофестиваль «Вкус Якутии» еще в предвкушении, еще впереди, и каким на этот раз будет вкус Якутии, мы узнаем совсем скоро. А в Бурятии уже прошел подобный гастрономический фестиваль, и давайте сейчас ненадолго заглянем в Улан-Удэ и насладимся хотя бы визуально вкусами и запахами национальной кухни Бурятии. Мы в историческом центре Улан-Удэ. 200 лет назад здесь, на площади Революции, проводились ярмарки. Но с тех пор торговля прекратилась, а гостиные ряды закрыли для горожан. И только в дни гастрофестиваля здесь принимают гостей. Как в Бурятии считается бузы, так и в Грузии самое национальное блюдо, самое знаменитое считается хачапури и хинкаль. Жареная еще одна фишка. Люди же любят, как жареные чебуреки, да? Их можно вареными есть, можно жареными. Какая Бурятия на вкус? На вкус? Нет, будет сейчас готовить. Ну, я думаю, что сладкое. Будем дегустировать круассан с местной говядиной, луковым джемом, медово-горчичной заправкой и сверху брусничный соус с бадьяном. В рамках, точнее, вот этого гастрофестиваля мы сделали меню из локальных местных продуктов. Если бы Бурятия была блюдом, то каким? Ну, тут вообще врасплох. Блюдом, ну, поскольку она многонациональная, тогда пусть будет солянка. Вот такой вкусный круассан мы получили, и сейчас будем пробовать. На площади Революции расположилось около 20 точек общепита, где горожане могут попробовать отведать блюда различной кухни. Ну а пробовать и дегустировать все вкусности можно в лаунж-зоне. Да, очень, как и говорили, похоже на бузы, но все равно по вкусу отличается. Оно более перченое такое.
Он хрустит. Необычный вкус. Я чувствую сладость от меда, от брусники. Но при этом все это так перемешивается с говядиной. Вот он, главный помощник в этом конкурсе. Это голод. И участник номер 3 у нас самый голодный. Прямо сейчас начинается. Друзья, вы готовы? Да. Да. И давайте все вместе. 3, 2, 1. Начался этот голодный забег. Вы посмотрите, как они кусают. Боже мой, сколько в этом страсти, сколько в этом любви. Давай, глотай. Давай. Очень рад, даже неожиданно так сертификат вот выиграл. Еда у вас, честно, прям очень зашла, очень вкусно. Пришли сюда с тренировки, вместе участвовали, вот получилось даже выиграть сегодня. На что потратите свои призы? Ну, я не знаю, в сертификат, наверное, даму сложу свою. А вы? Шоколадку с друзьями съем. Программа завершает хедлайнер гастрофестиваля из Иркутска. Это хор «Высших гор». Его изюминка в том, что петь будут не только артисты на сцене, но и публика, которая здесь собралась. За 2 дня фестиваль посетили около 15 тысяч человек, посчитали организаторы. Они же пообещали, гастрофестиваль состоится и в следующем году, так что ждем гостей в солнечную Бурятию. Уже такое прям предвкушение нашего фестиваля, особенно когда видишь кадры, как они проходят в других местах. Ну а прямо сейчас спешим поделиться последними новостями. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. С 1 января следующего года привычные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе будут упразднены. Их заменит выписка из ЕГРН, которая станет основным документом, подтверждающим постановку на учет для физических лиц. При этом ранее выданные свидетельства сохранят свою юридическую силу, и их не потребуется менять. Изменения коснутся также уведомления о постановке или снятии с учета, которые направляются организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. С 10 по 14 ноября в Якутии проходит неделя борьбы с сахарным диабетом, приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом. Мероприятия направлены на информирование населения о профилактике заболевания. Ключевым инструментом является диспансеризация, позволяющая выявлять диабет на ранних стадиях. В рамках недели запланированы публикации профилактических материалов. Отмечу, при своевременном обращении и соблюдении рекомендаций врачей заболевания можно контролировать. Записаться на диспансеризацию можно через регистратуру поликлиники. В селе Хатаса открылся новый цех по убою скота. Предприятие оборудовано всеми необходимыми инструментами и помещениями для первичной переработки мяса. Здесь будут проводить полный цикл переработки: забой скота, снятие шкур, очищение потрохов, фасовку мяса и субпродуктов. Производственная мощность составляет 10 голов в смену. Помимо этого, цех также предоставляет услуги забоя населению. Это выгодно для фермеров с большим количеством различного скота, которые хотят официально продать свою продукцию. Ранее для этого приходилось ездить в другие цеха, ближайшие из которых находятся в Хангаласском и Намском районах. Как вы знаете, по регламенту на мясо, да, для продажи населению мы должны скот забивать через убойный цех. А для собственного, они могут забить сами, но для продажи обязательно через убойный цех. Там и ветеринарно-сопроводительные документы, все должно быть в рамках закона.
Мегино-Кангаласский район посетили уроженец Татинского района, герой России Радимир Максимов. Пурхат и уроженец Мегино-Кангаласского района села Павловск, кавалер ордена Мужества Ион Дмитриев. По приезду в село Майя возложили цветы к памятнику первому герою Советского Союза из народа Саха Федору Попову. Далее в Харанской школе встретились с учащимися Майнской и Харанской школы. После встречи с учащимися в селе Майя торжественно открыли выставку, посвященную герою России Радимиру Максимову в Улусном музее. Бурхат родом из Татинского улуса. По линии отца он татинский, а по линии матери он Мегино-Кангаласский. Ага. Ион Дмитриев, он родом из харанского наследия, но окончил школу в селе Нярюкчайс. Мы гордимся нашими парнями и желаем им крепкого здоровья, счастья. Пусть будет мир. Мы обязательно победим. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Дорогие друзья, на этом наша программа подходит к концу. Напоминаем, что мы всегда с вами очень близко. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там всегда много интересного. Последние новости, рецепты, вырезки из того, что вы могли пропустить с утра. И, конечно, еще то, что вам может пригодиться в течение дня, чтобы поднять настроение и узнать все самое новое, самое свежее, самое интересное и, конечно, самое семейное. Дорогие друзья, ну а завтра у нас мы прогуляемся по Новосибирскому метро. Узнаем, как в Синичкин день подкармливать птиц, чтобы они у нас пережили суровую зиму. Ну и, конечно, поделимся советами от нашего врача. Желаем всем хорошего дня. До завтра. Начинайте утро вместе с нами. С утра, Якутии.